Господин Ширали Кабир, а вы что можете рассказать о достижениях Таджикистана в ювелирном секторе? Уважаемый господин хан, уважаемый Лилия Рах, нам очень приятно, что мы проводим вместе с вами первый ювелирный форум, международный ювелирный форум в столице нашей страны. И во время празднования великого праздника Навруз вдвойне еще приятнее. Это начало Нового года, начало весны, и мы считаем, что вот эта новая синергия после проведения этого форума даст возможность развивать эту отрасль не только в нашей стране, но и в регионе в целом. Таджики исторически они были очень сильно вовлечены в ювелирное дело. Вот то, что мы, название нашего форума, это у истоков сокровища Окса, говорит о том, что минимум 3000 лет наша нация имела возможность и делала прекрасные ювелирные изделия. Есть очень историческая практика, которая нуждается в развитии и восстановлении. Есть очень знаменитый европейский историк Тойнби, который говорит, что на стыке двух цивилизаций, это европейской, англосаксонской цивилизации, китайской, индийских цивилизаций, появляется новая цивилизация Фергане, это долина Фергана. Вы знаете, что это все страны Центральной Азии практически на этой долине живут веками, тысячелетиями. И вот та история, которая здесь появляется, естественно, она должна получить очень большой импульс для того, чтобы региональное сотрудничество в области ювелирного дела на основе той исторической информации, которая у нас есть, мы могли бы его более широко развить, учитывая, что у нас еще есть такие большие соседи, как соседи именно с точки зрения рынка ювелирных изделий: Индия, Пакистан, Китай. Мы, естественно, эти аспекты должны учитывать и будем делать все для того, чтобы развитие ювелирного дела в нашей стране она получила больший кумулятивный эффект для развития всей экономики. Кроме этого, я хочу немножко рассказать про всю историю сокровища Окса. Вы знаете, что это оригинал этой коллекции находится в Британском музее в Лондоне. Это более 1300 наименований изделий. И их история, она 4-5 век до нашей эры, и она очень прекрасно сохранилась, и она олицетворяет ту очень высокую культуру производства ювелирных изделий еще в те времена. Поразительно, что когда-то нашли фермеры, местные фермеры, эту коллекцию, продали бухарским торговцам, а те, в свою очередь, его продали английским военным, а они, естественно, благодаря тому, что они подарили Британскому музею, эта сокровища, она сохранена. И у нас есть на нашем музее, вы можете это тоже увидеть, в Душанбенском музее, Национальном музее есть копия этой коллекции. И мы вас приглашаем, чтобы вы тоже посмотрели на него. Кроме этого, еще древнее история, это история так называемой царицы Саразма, которым еще почти 6000 лет. Она находится на севере нашей страны, в древнем городе Пенджикенте. И когда вы его рассматриваете, смотрите, что, например, сама искусство произведения ювелирных изделий, она на очень высоком уровне. И наши ученые выявили, что вот как у наших уважаемых китайских соседей есть шелковый путь, когда-то в Саразме была еще путь так называемых драгоценных камней и металлов. И это говорит о том, что тогда, в те исторические периоды, тоже этот регион был центром производства ювелирных изделий. И эта школа, которая там была сформирована, она была очень на высоком технологическом тоже уровне. По указанию нашего уважаемого президента, мы на сегодняшний момент ведем очень большую работу по восстановлению нашей классической древней практики производства ювелирных изделий. У нас есть, например, на юге город Куляб, в котором сохранилась тоже очень уникальная школа производства ювелирных изделий из серебра. Или на севере тоже есть города, древние города Худжент, Пенджикент и Старавшан, в которых тоже эти школы они сохранены. И сейчас по поручению нашего уважаемого президента эта работа ведется для того, чтобы еще полноценно их как бы сохранить и приумножить.
Кроме этого, у нас в центре города Душанбе тоже создан технологический инновационный ювелирный парк. Первое предприятие, наша совместная компания «Заравшон», она уже работает. И второй вот мы буквально на следующих 10 дней наш уважаемый президент его откроет. И планируется таких технологических ювелирных парков по стране очень много создавать, потому что генетика есть, информация историческая есть, надо его просто с ним поработать и начинать как бы новую эру для того, чтобы ювелирное производство, это же производство для самодостаточных народов. И мы видим, что, например, в нашем регионе уровень ВВП стран очень тоже интенсивно, хорошо, планомерно развивается, и это дает возможность для того, чтобы делать, не продавать, как представитель нашего национального банка тоже высказался, что мы являемся одним из по именно росту производства золота, например, у нас в прошлом году был рост почти 19%. Эта тенденция все время сохраняется. Или мы производим серебро. Одно из крупнейших месторождений серебра в мире находится в Таджикистане, и она тоже в ближайшей перспективе начнет реализовываться. И другие металлы есть. Или камни, например. Таджикские камни, они исторически тоже очень много про них в истории говорят. Или, например, то, что Российская империя, семья Романовых, они когда планировали делать корону империи, они использовали наш таджикский рубин с горного Бадахшана, или еще говорят, что это было Лали Бадахшон, но об этом тоже очень мало знают, но она, естественно, вот мы хотим этими форумами популяризировать и объяснить, что у нас вот эта история производства ювелирных изделий, она очень имеет долгую историю, и еще есть предположение, что, например, английская корона тоже использовали памирский лал, и для нас это очень большая гордость. Поэтому это направление мы будем развивать. Всех поздравляю с новым Наврузом и благодарю за то, что вы поддержали нас. Приехали первый раз в Таджикистан, очень многие компании, практически с 35 стран здесь участвуют. Для нас это большая честь, и мы планируем такие форумы тоже дальше проводить, и будем рады вас всегда видеть. Спасибо. Благодарю вас, господин Кадыр. Но вы знаете, я со вчерашнего дня наслаждаюсь в Душанбе этими перспективами развития этой страны и города. Я окунулась в такую атмосферу. Мне кажется, вы сейчас начинаете такое какое-то наступление. Впереди планеты всей с этим форумом по ювелирному искусству. Я прочла эту историю о ваших ювелирных украшениях, о том, как все это было. Это так знаково, что вы, опираясь на эту историю, начинаете это развитие. И я думаю, однозначно ждет успех. Вы первые, и вы объединяете эту культуру с фэшн-культурой. И настолько для меня лично, человеку, который посвятил себя фэшн-развитию в своей стране, для меня это очень значимо. Я чувствую, что вы обречены на успех, и поэтому, конечно, всего вам хорошего в этом начинании.